Время неумолимо. В повседневных делах и заботах мы не всегда замечаем его стремительный бег. Но пройдут годы, и для тех, кто родился сегодня, наши будни станут историей, как уже стало для нас историей героическое время Октябрьской революции, гражданской войны и первых пятилеток. Оно всегда с нами, поколение тех лет. Мы пристально, сквозь время, всматриваемся в его многоликий портрет, чтобы еще полнее ощутить и понять наш сегодняшний день. Турар Рыскулов родился в 1894 году в семье казаха-кочевника. Член партии большевиков с сентября 1917 года. С 1920 года председатель Центрального исполнительного комитета, а затем председатель Совета народных комиссаров Туркестанской АССР. В 1924-25 годах помощник заведующего Восточным отделом исполкома Коминтерна и его уполномоченный в Монголии, где активно участвует в проведении ряда реформ по демократизации этой страны. Более 10 лет находился на посту заместителя председателя Совнаркома РСФСР. На 12-м съезде партии избирается кандидатом в члены Центрального комитета. Делегат 13-го, 15-го, 16-го, 17-го съездов партии. Автор ряда книг и статей по вопросам истории и практики советского строительства в Средней Азии и Казахстане. Наш фильм — лишь несколько страниц из биографии Турара Рыскулова. В начале сентября 1920 года по инициативе исполкома Коминтерна в Баку состоялся первый съезд народов Востока. Его задача — сделать революционный опыт Советского Востока достоянием всех народов, ведущих борьбу с капитализмом и империализмом. Туркестанскую делегацию на этом форуме возглавлял Турар Рыскулов. Участник съезда в Баку Анастас Иванович Микоян вспоминает. Он выступал страстно, убежденно. Я сейчас деталей, конечно, не помню, это естественно. А главное, я помню. Это было то, что отстали народы от Востока при царизме поскорее поднять на высоту общего развития и интернационализм внедрить в рядах этих народов, ранее разобщенных и отсталых. Это ему удавалось очень хорошо, потому что за психологию народов этих и владел ленинской теорией национального вопроса. Это талант, это рождается. Во-вторых, революционная обстановка, которая давала возможность таланту развернуться. Это советская власть, идея равенства наций, это ленинизм, который вдохновили его. Он принял на вооружение ленинскую идею. От вовлечения в политическую жизнь трудящихся масс Востока зависит теперь в громадной степени судьба всей западной цивилизации, писал Ленин в Совет действия и пропаганды на Востоке, который был избран на съезде в Баку. В этот совет вместе с крупнейшими представителями международного коммунистического движения входил и Рыскулов. В
В эти суровые дни всенародной скорби Турар Рыскулов был в Москве и, прощаясь с вождем, особо остро ощутил трагическую невосполнимость утраты. Он неоднократно встречался с Лениным, работал с его ближайшими соратниками. Ленин сыграл исключительную роль в становлении и формировании Рыскулова как марксиста-ленинца. В своей статье, опубликованной в «Правде» 1 февраля 1924 года, Рыскулов писал: «Величайшая заслуга Владимира Ильича Ленина перед мировым рабочим движением заключается не только в том, что он привел пролетариат к победе в России, осуществив в жизни учение марксизма и научив пролетариат, как на деле завоевывать власть, но и в том, что именно он признал и твердо определил решающее значение для революции объединение пролетариата с его главными резервами – крестьянством и революционным Востоком». Ленин неоднократно подчеркивал сложность подхода к национальным вопросам, требовал при проведении национальной политики учитывать особенности того или иного народа, проявлять внимание и чуткость. Установление правильных отношений с народами Туркестана имеет теперь для Российской Социалистической Федеративной Советской Республики значение, без преувеличения, можно сказать, гигантское, всемирно-историческое, писал Ленин в письме к коммунистам Туркестана в октябре 1919 года в связи с посылкой комиссии по делам Туркестана. Она должна была на месте олицетворять руководство и конкретную повседневную помощь ЦК партии народам Туркестана и Казахстана. Член этой комиссии Михаил Васильевич Фрунзе в одном из своих писем к Ленину отзывался о Рыскулове как о крупнейшем представителе мусульманских коммунистов, обладающем помимо ума большой энергией и недюжинным характером. Преодолевая экономические трудности и культурную отсталость, советская власть делала первые шаги. Рыскулов находился в самой гуще глубоких социальных преобразований. Но в начале пути не всегда хватало политической закалки. Сказывалось недостаточное знание марксистско-ленинской теории. В мае 1920 года туркестанская делегация, возглавляемая Рыскуловым, представила на рассмотрение Центрального комитета партии проект положения Туркестанской автономной Советской Республики. Владимир Ильич Ленин внимательно изучил проект Рыскулова. Политбюро ЦК партии образовало комиссию по выработке положения о взаимоотношениях Туркестана с РСФСР. По предложению Ленина комиссия отклонила проект Рыскулова как ошибочный, где недооценка сложности национального вопроса вела к отходу от интернационалистических принципов. От коммунистов любой национальности Ленин требовал четкой и принципиальной политики в национальном вопросе. Урок ленинской требовательности остался с Рыскуловым до конца. Рыскулов – незаурядная фигура и может обработаться в Москве в недюжинного коммуниста, поэтому полагаем необходимой его поездку в Москву в распоряжении ЦК, писал в августе 1920 года Куйбышев секретарю ЦК партии Стасовой.